Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный лимонный пирог. Впереди у нас большие праздники. Праздник Светлой Пасхи у христиан и Уроза Байрам у мусульман. Поэтому испеките этот лимонный пирог и порадуйте свою семью. Я буду очень рада. Сейчас будем делать тесто. Для теста нам понадобится одно яйцо. Наливаем 180 мл теплого молока. Добавляем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара. Хорошенько размешиваем. У меня на канале несколько лимонных пирогов, а вот такого на дрожжевом тесте еще пока не было. Попробуйте, может быть, вам этот пирог больше понравится. Попробуйте вы тоже приготовить. Сейчас будем делать тесто. Дрожжи хорошенько размешиваем. Будем постепенно добавлять просеянную муку. Муки у меня 400 грамм. У кого-то, может быть, уйдет чуть больше или чуть меньше, потому что мука у всех разная. Поэтому всю муку сразу класть не надо, надо добавлять постепенно. Добавляем 60 мл растительного масла. Добавляем муку еще. Вот такое очень мягкое тесто я замесила. Сейчас ее накрою крышкой и поставлю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Пока наше тесто поднимается, займемся начинкой. Для начинки нам надо будет, я возьму 1,5 лимона. Если большой лимон, то можно 1 взять, если маленький 2. Но у меня лимон такой средненький, поэтому я взяла 1,5. Надо будет еще 1 стакан сахара и 2 столовые ложки кукурузного крахмала сверху. Сейчас надо будет измельчить лимоны. Любым удобным для вас способом. Можно в мясорубке, можно в блендере. Ну, кому как удобно, кому как нравится. Так, убираем косточки. И будем перемалывать в блендере. Наше тесто подошло. Сейчас будем собирать пирог. Тесто очень мягкое, воздушное. Сейчас поделим его на 2 части. Одну большую, одну маленькую. Маленькая это будет у нас верхняя часть. Уберем ее пока, а нижнюю будем раскатывать. Тесто я раскатала, толщина примерно 5 миллиметров. Сейчас будем его укладывать на сковородку. Диаметр сковородки у меня 34 сантиметра. Сковородку я помазала растительным маслом. Сейчас буду равномерно укладывать тесто и делать небольшие бортики. Сейчас надо будет доделать начинку. Лимоны я перемолола в блендере. Сейчас сюда добавляем 2 столовые ложки крахмала, как я уже говорила. И 1 стакан полный сахара. Все хорошенечко размешиваем. Начинку заранее делать нельзя, потому что иначе она будет очень водянистая и может вытечь. Ее надо сразу вот размешивать и сразу делать пирог. Заранее делать нельзя.
такая начинка у нас получилась. Сейчас будем равномерно укладывать его на край. Сейчас будем раскатывать верх пирога. Вернее, тесто для пирога, для верхнего. Верхняя должна быть потоньше, где-то, наверное, где-то 3 миллиметра, не больше. Это 2-3 миллиметра. Сейчас будем закрывать наш пирог. По центру пирога сделаем небольшую дырочку. Это для того, чтобы у нас тесто не поднималось во время запекания. Край пирога обработаем косичкой. Я уже много раз показывала, как его делать. Наверное, уж видели все. Ну, еще раз посмотрите, кому интересно. Верх пирога смажем желтком с яйцом. Здесь у меня 1 желток и 1 столовая ложка молока. Пирог сразу в духовку не ставим. Оставляем пока на столе минут на 20, чтобы тесто поднялось, чтобы тесто получилось легкое и воздушное. Печем при температуре 180 градусов где-то 25-30 минут. Наш пирог готов. Смотрите, какой он красивый получился. Очень румяный, мягенький такой. Тесто воздушное. Сейчас попробуем его разрезать. Смотрите, какой пирог получился. Очень вкусный. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.